Теперь к другим новостям. Правительство России одобрило проект распоряжения о выплатах медработникам. Финансовую поддержку окажут тем, кто участвовал в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция. Принятие проекта распоряжения позволит поддержать и лиц из группы риска. Средства выделят из резервного фонда правительства страны. Отметим, что за минувшие сутки в России выявлено почти 9 тысяч новых больных коронавирусом. Более 8200 пациентов выздоровели, 183 скончались. За весь период с начала пандемии выявлено 511,5 тысяч больных. Умерло свыше 6700 человек, почти 270 тысяч выздоровели. Тотальная дезинфекция продолжается в городе Мирном в Якутии. Обрабатываются общественные пространства и все торговые объекты города. 12 и 13 июня ограничено движение общественного транспорта. Завтра, 14 июня, закроют все торговые точки. Исключением станут аптеки с отдельным входом. Это сделано для того, чтобы в эти ближайшие праздничные дни все-таки ограничить контакты между жителями города Мирного. К сожалению, в последнее время по городу Мирному наблюдается, да и в целом по району, рост ОРВИ, рост пневмонии. Есть случаи, конечно, и по подтверждению COVID-19, но не все случаи подтверждаются. Вы помните, что у нас, к сожалению, сперва были положительные результаты по Айхалу, по Рылаху, но последующие, вторые, третьи анализы дали отрицательный результат. К другим темам. С начала года региональный Госстройжилнадзор составил 18 протоколов за незаконную перепланировку жилых помещений. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за это собственникам грозит штраф от 2 до 2,5 тысяч для физических лиц. Также в апреле этого года в статью были добавлены и должностные лица. Для них штраф составляет от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц от 40 до 50. Наступило лето, и у многих якутян намечается ремонт. Если у вас ремонт связан с перепланировкой или с переустройством помещения, то необходимо получить разрешение органа местного самоуправления. И для этого вначале вам нужно заказать проект перепланировки или переустройства в проектные организации, которые являются членами СРО. И затем с пакетом документов, в котором входят заявление от собственника, технический паспорт на помещение, правоустанавливающие документы на помещение и вот готовый проект перепланировки или переустройства, обратиться в городе Якутске, это департамент жилищных отношений, а если у вас район, то в органы местного самоуправления района. Водители городских автобусов остались без работы в Якутске. В редакцию телеканала обратились местные руководители маршрутов. По их словам, уже с февраля этого года страховые компании отказываются заключать с ними договор. В ситуации разбиралась Сарглана Неустроева. Под началом Антона Марданова трудятся порядка 700 водителей. Сейчас более 50 из них осталось без работы. Причиной тому служит отказ местных страховых компаний во включении водителей в полис ОСАГО. При этом, по словам предпринимателя, спекулируют компании майским указом главы республики о самоизоляции. Дескать, приемы только по записи. Только вот отказывать водителям начали еще в начале февраля. В феврале месяце было руководством Союзом автопредпринимателей написано письмо во все страховые компании с запросом дать разъяснение, почему они не хотят страховать. В мае месяце мы получили ответ только от одной компании, это Ингострах. Вот, Ингострах дал что согласие, то есть что все в порядке, приходите, страхуйтесь. На что я взял эту бумагу, ответ и пошел страховаться. Ингострах мне тоже отказал и не стал меня страховать. Еще одной из причин отказа страховщики называют отсутствие квот на заключение договоров. Но тут же выясняется, что за большую сумму компании готовы пойти на уступки. Вы видите, там, да, что там автобус, да? Вы его страхуете? Категории С у нас квоты нету? Какой квоты? Ну, квоты, разрешение на страхование. А кто эту квоту выдает? Головной офис? Да. Хорошо. А им выдает это что? Ясно. Вот у нас сегодня получается 10 июня 2020 года. Нам что сейчас делать? Так, вы можете попробовать оформить электронно через сайт ibsk.ru. Если не получится? Если не получится, Сагаз оформляет. Сагаз оформляет без ограничений. Мы хотим с ограничениями, чтобы не переплачивать в 2 раза. Страховые компании, получается, страхуют либо через месяц записывают, либо страхуют без ограничений, но стоимость в 2 раза дороже. То есть с ограничениями сумма стоит 8,5, с ограничениями 16 тысяч, как и юридические лица.
С целью разобраться в ситуации мы обратились в одну из страховых компаний Якутска. Однако никаких официальных комментариев по этому поводу представители организации пока не дали. В свою очередь Союзом автопредпринимателей было написано заявление в городскую прокуратуру, а позже ситуацией заинтересовалась и уполномоченная по защите прав предпринимателей. Ко мне поступило официальное обращение от АО «Якутская пассажирская автотранспортная компания» по поводу того, что страховые компании не хотят страховать автобусы категории «Д» по ОСАГО с отметкой «Регулярные пассажирские перевозки». С февраля месяца ими были отправлены официальные запросы в страховые компании, но, к сожалению, ответ получен только от филиала «Ингострах». И когда уже предприниматель сам обратился, все-таки устно был высказан отказ. Я уже связалась с Банком России, мы будем разбираться в этой ситуации, и ситуация находится на моем контроле. Мы также продолжим следить за данной ситуацией. Ведь на кону не только ущемленные права автопредпринимателей, но и многих горожан, кто пользуется услугами муниципального транспорта. И это в момент, когда столица региона готовится постепенно выходить из ограничительных мер. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. Обеспечить безопасность гостей Парада Победы. Такое поручение дал Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности. Российский лидер отметил, что пандемия внесла существенные изменения в подготовку к параду, в том числе в наши контакты. Организацию работу с нашими зарубежными друзьями, коллегами, партнерами. В свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что военнослужащие и техника уже подготовлены к проведению парада на Красной площади. И на сегодняшний день проведены 3 репетиции. В Нюрнбергском комбинате нашли способ повысить эффективность. В компании объявили конкурс на поиск грамотных и творчески мыслящих сотрудников. Они должны были не только меняться сами, но и менять своих коллег. Отбор был достаточно жесткий, но найти претендентов все же удалось. Что из этого вышло, узнавал Роман Муконин. Молодые, серьезные и амбициозные. Вот кто сможет не только отыскать слабые места в цепочке технологических процессов, но и улучшить их. На кадрах первые участники проекта «Повышение операционной эффективности Нюрнбергского ГОКа». Ринат Сагдиев – один из тех, кто внедряет новые стандарты в производство. Несмотря на успехи, достигнутые его командой, процесс перемен, говорит, давался нелегко. Люди не очень готовы к изменениям и к переменам. Они зачастую боятся их, обходят стороной. Мы так или иначе привыкли к обыденности, обыденности жизни, наших профессий, наших действий в рамках работы. И зачастую не готовы меняться. Трудным самым для меня было убеждать людей, дать им то осознание, что это изменение необходимо для них. Но прежде чем менять в лучшую сторону других, ему предстояло измениться самому. Ведь изначально он начинал свою трудовую деятельность на производстве. В 2012 году Ринат пришел на рудник «Мир», где стал учеником, затем дошел до мастера. Во время затопления шахты находился внизу, выводил на поверхность горняков. Его в числе первых перевели на рудник «Интернациональный». Там он руководил различными участками. Затем Ринату сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Все было новое, работа совершенно изменилась для меня, именно поменялась в плане того, что я стал выполнять. То есть до этого я был горным мастером, который руководил горными работами, а тут я стал смотреть на вещи немного по-другому и смотреть на них с тем смыслом, что в них есть какие-то процессы, которые не несут в себе ценности, и эти процессы нужно исключать и за счет этого повышать эффективность работы, людей, оборудования и всего остального. Центр развития производственной системы – это экспериментальная площадка, где создают новые правила работы эффективного производства для всей группы «Алроса». Активную роль в этом принимает Ринат. Проект «Идеальная смена» – детище его команды. Его внедрение позволило водителям горнотранспортных самосвалов сократить простои, а добычу руды увеличить. Рината я могу охарактеризовать как первоклассного специалиста, очень трудолюбивого. За год он обучился первоклассным владением Excel, отлично делает презентации. Сейчас вообще все инициативы, которые прорабатываются в рамках направления открытая разработка, возглавляются именно им.
Excel – это один из главных инструментов работы руководителей направлений. Всю полученную информацию на производстве с рабочих мест и автоматизированных систем обрабатывают и анализируют именно через эту программу. После обработки создаются презентационные материалы, в которых показывают основные потери в процессах, на основании которых подготавливаются инициативы по повышению эффективности. Сегодня проект идеальной смены не только продолжается, но и расширяется на другие виды машин. К тому же необходимо повысить эффективность и отдачу отбора взрывных работ. Поэтому у нашего героя еще немало забот, с которыми он непременно справится. Роман Мухонин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Кульминацией празднования Дня России в Якутии накануне стало включение якутской телебашни в цветах российского триколора. Гигант высотой больше 200 метров возвестил о завершении торжественных мероприятий. Напомню, что накануне во дворах столицы прошли праздничные концерты с выступлением артистов филармонии. Прозвучали песни о любви к нашей родине и исполнен гимн Российской Федерации. Жители, несмотря на режим самоизоляции, присоединились к празднованию, украсив балконы в цвета триколора российского флага. А общенародный российский фронт совместно с ветеранами афганской войны и активистами молодежки ОНФ провели патриотический автопробег с флагами России от площади Победы до Комсомольской площади. Песни на русском языке, будущие якутские хиты, международная команда музыкантов и возможное заграничное турне. Легентей представил свою новую программу, над которой он сейчас работает в Москве. С ней ознакомился и наш СОБКОР в столице Максим Кардозо. Можно без сомнения сказать, скоро эта песня станет настоящим хитом. Эту нежную балладу для Легентея написали якутяне Константин Федоров и Федор Анучин. А вот записывается новый материал в Москве, в студии, где работали многие российские звезды. Я хочу показать своему народу, своей республике, что якутская эстрада, она не топчется на одном месте. Я хочу показать то, что вот это все развивается. Это подразумевается что, да, не только песня, мелодия красивая, а это подразумевается в техническом плане насчет мастеринга, сведений, подачи голоса. Тут совсем по-другому оказывается. Я думал, что я уже во всем этом разбираюсь, а оказывается, надо еще учиться доучиться. Это, знаешь, меня мотивирует. Сейчас Легентей вместе с московской командой работает над новой концертной программой. В нее войдут 13 песен. Все это только премьеры. Причем новый опыт получает не только певец, но и все остальные музыканты. Он артист такой удивительной энергетики. Он моторный очень. И музыкальные какие-то обороты не характерны для европейского уха, что меня и зацепило в нем. И подача материала, а вот его в хорошем смысле агрессия такая, подача моторная, она импонирует зрителю. Работа над материалом, в который вошли 3 песни на русском языке, а также композиция в стиле фанк, ведется с января. Легентей признается, что во время записи столкнулся с некоторыми трудностями. Когда стоишь, конечно, сейчас вот таких вот студиях, да, московских, работаешь уже с такими именитыми музыкантами, конечно, осознаешь то, что это ответственность. И есть такие моменты, когда теряется это чувство уверенности, это то, что ты не осилишь. Но надо работать, это интересно, понимаешь, я сам зажигаюсь от этого. Премьера нового концертного материала состоится этим летом. Планируется тур по Якутии, затем осенний концерт в Москве. Но на этом артисты останавливаться не собираются. Я отправил несколько треков в Израиль, у меня там есть мой старый приятель, коллега, у него там агентство концертное, он занимается тем, что организовывает поездки российских именно музыкантов туда, по Израилю. Вот. Ему материал понравился, но он попросил, говорит, больше этники, и мы должны быть какие-то пилотные, сделать какие-то видео. Вот. И думаю, что мы там порешаем, договоримся. И такой же партнер у меня есть в Норвегии. И кто знает, может быть, новая якутская музыка найдет отклик в сердцах миллионов людей во всем мире. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. И на этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.